Здравствуйте, меня зовут Ахмедшин Айрат Акрамович. Работаю я актером в Башкирском государственном театре кукол. Ну, вот и мой Степа пришел мой. Многие коллеги, да и коллеги-то знают, конечно, а вот артисты других театров и некоторые вот зрители задают часто мне вопрос: как вы попали в театр и как вы стали артистом и проработавшим всю жизнь в одном театре в качестве актера? Ну, я хочу сказать вам так, что, конечно, мечтой моей стать артистом не было. Несмотря на то, что у нас в доме все любили петь, рассказывать стихи, у всех был слух музыкальный, голоса красивые. Семья у нас была большая, 6 детей. Вот. Часто мы собирались, пели песни на тот момент популярные, которые были, конечно, всем известны после просмотра кинофильмов. Все эти песни мы знали, пели. Ну, когда я поступил в школу в 1 класс, ну, там, естественно, начались кружки спортивные, в том числе и кружки художественной самодеятельности. Ну, а поскольку я хорошо пел, я был классным запевалой. У меня такой высокий голос был, такой на девчачий похожий. Вот. Ну, очень хороший слух был, музыкальная память. Я был запевалом в классе. Ну, а мечта у меня была, конечно, как у всех мальчишек того моего времени, моего поколения, стать космонавтом, летчиком, моряком, военным. А поскольку у меня папа военный был, офицер советской армии он меня хотел отдать в Суворовское училище. Туда принимали после 4 класса. Но я почему-то не хотел, потому что я был такой свободный, я и спортом занимался, в разные кружки потом ходил, спортивные. Ну и такая задача у меня была: закончить 8 классов, устроиться куда-то на завод учеником, поступить в вечернюю школу и совмещать учебу с работой. Ну вот такая была перспектива. Пошел я на завод имени Кирова, 85-й завод, угол Карла Маркса и Фрунзе. Я туда пришел в отдел кадров, а там перерыв. Ну, думаю, ладно, я похожу, погуляю. И пошел на улицу Ленина, иду по улице Ленина, прохожу мимо оперного театра, а там висит большой щит объявления: театру кукол требуются монтировщики сцены. Вот. Думаю, дай-ка я зайду, поинтересуюсь, как это так можно туда поступить и на каких условиях. А театр кукол как раз находился в подвале оперного театра. Там в это время было его помещение. Я захожу в кабинет директора, небольшая комнатка, сидит мужчина такой в годах. Я говорю, вот я зашел узнать, как устроиться к вам на работу. Он так заулыбался. Как тебя зовут, мальчик? Я говорю, ну вот так, Айрат меня зовут. А не рано ли тебе на работу идти? Я говорю, да нет, не рано. Говорю, я вот 8 классов закончил, хочу вот работать и продолжать учебу. Он, ну, давай, говорит, смотри, но мы просто так, говорит, не берем. Я говорю, а что для этого нужно сделать? Паспорт у меня есть. Нет, нам нужно, чтобы ты прочитал басню, спел песню и прочитал какую-нибудь прозу, потому что у нас монтировщики сцены. Они, говорит, принимают участие в спектаклях. Они должны быть музыкальные, у них должна быть хорошая память. Вот. Я говорю, ну ладно, что для этого сделать? Вот, говорит, пожалуйста. Ты сейчас готов это сделать? Я говорю, ну нет, не готов. Ну вот, через 2 дня приходи, подготовь, значит, то, что я сказал. Басню, песню и прозу. Вот придешь. Потому что ты, говорит, у нас не первый, к нам уже, говорит, 2 или 3, говорит, мальчиков обращалось. Вот, мы хотим выбрать лучшего. Я говорю, ладно, я пришел в назначенное время. Там уже сидит другой мужчина. А оказался, что он главный режиссер Иван Федотович Кулага. И директор, который со мной разговаривал, Гадышин Кашфиф Айрушевич. Вот. А передо мной там уже один мальчик. Слышу, что-то поет, слышу, что-то рассказывает, уходит. Захожу я. Ну, давай, показывай, подготовился. Я говорю, да. Ну, что ты нам расскажешь, что ты нам споешь? Я говорю, ну, вот я басню. Я прочитал басню. Осел увидел соловья
и говорит ему: послушай-ка, дружище, вот эту басню прочитал, ну а прозу какую ты нам расскажешь? Я, значит, сказал Некрасову: о, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? Хорошо, хорошо. Ну, а что ты нам споешь? Ну, я начал петь. Я шагаю по Москве, поскольку петь я умел, запевал был в школе. Вот, и слух у меня был отличный. Но голос у меня был высокий, как у девчонки. Меня даже с Робертино Лоретти сравнивали, ну, на тот момент. Ну, я начал петь: а я иду, шагаю по Москве. И пою, ну, конечно, я немножко завышенно взял от волнения. И когда дело до припева дошло, там же еще выше надо, я, значит, запел, а у меня параллельно мысль идет, думаю: господи, я вытяну, не вытяну. А эти так, они глаза прищурили, уже кульминация, так сказать, моего выступления началась. И говорят: хватит. Ну, помогли мне, люди же опытные, вот, понятливые. И они меня вовремя остановили, чтобы я петуха не пустил, как я уже потом-то понял. Ой, господи, вот это я все вспоминаю. Хоть и прошло уже почти, да как почти, 54 года прошло с того момента. Но я это вспоминаю все как будто сейчас. Со мной только вот недавно прошло, как будто я вот только пришел после этого экзамена. Ну вот меня и приняли. Сказали: хорошо, мы подумаем, подождите тут немножко. Ну, потому что до меня же тоже несколько человек приходило. Вот. Ну, оказалось, там было 5 или 6 человек, а приняли 2, в том числе и меня. Одного, значит, парня, моего соседа, я его хорошо знал, Борис звали. Вот. Его определили в бригаду, которая через несколько дней отправлялась на гастроли. А меня определили в бригаду, которая садилась на репетицию нового спектакля «Застольный период» назывался. Я сначала не понял, они говорят: вот мы тебя определим в бригаду, вот поскольку ты нам понравился, бригада садится на подготовку нового спектакля, будет заниматься застольным периодом. А я же не понимаю, что такое застольный период. Застольный период, думаю, ну что, за столом люди же кушают, садятся, день рождения отмечают. Ой, ну потом-то я все это, конечно, кухню-то узнал. Ну и вот и началась моя сразу с первого дня творческой жизни. Не только, что я только вот ящики таскал, монтировщик сцены, это моя была прямая обязанность, но мне даже сразу дали маленькую эпизодическую роль. И вот с первого дня работы в театре у меня началась моя трудовая творческая деятельность. Вот. Конечно, артистом, актером я себя и не считал на тот момент, вот. Но мне так было это любопытно и интересно, и даже мне текст, там роль дали, там буквально 3 слова. Мне говорят там: Сабир Каланча, не видать. А я был на вышке, там какой-то соглядатый, или кто ли я был там, уже не помню. Я говорю: нет, не видать, великий хан, не видать. Ну что, гонец там идет или не бежит? Нет, не бежит, великий хан, не видать. Вот все мои слова были. Вот это моя первая роль. А спектакль назывался «Золотая роза». Это восточная волшебная сказка. Вот. И автор Волков Кривуша. Вот. Режиссером спектакля был Кулага Иван Федотович. И вот с этого спектакля началась моя творческая работа. Ну вот видите, хотел, в планах-то было поступить на завод, стать рабочим, получить какую-то профессию, специальность такую рабочую, полезную. Вот. А вот судьба так сложилась, повернулась, я поступил в театр. И меня это дело очень увлекло. Я полюбил, влюбился. И вот уже, как говорю, 54 года верно служу единственному театру в качестве актера, кукловода Башкирского государственного театра кукол.